Так, приехали мы в деревню Ворали, Алнашский район. Это Удмуртская республика, граница с Татарстаном. Через километр, наверное, граница начинается Татарстан с той стороны. Когда вот молились, с неба, говорит, луч прямо на это дерево. Ничего себе. Спускался, и они зарядились эти энергии, с этой энергией. Третьего мы ходили молиться вот это на Семиколенную гору. Вот эта гора, вокруг вот этой горы 7 родников. Вот в этой горе тоже жил Пугачев. Вот тут как будто крепость была вот здесь. Такое городище какое-то. Ага, городище. И вот сюда встаешь, да? И деревня, прямо центр деревни. Стоим, говорит, разговариваем, время 12. И такой голос, говорит, стоят здесь, типа мешаются идти нам. Вокруг, говорит, смотрим, никого нету. Мы, говорит, в шоке все стоим, раз отодвинулись, говорит, что дорогу дали. Какой-то дух какой-то ходили, говорит, вот в этом месте вот такая легенда ходит. Вот я не помню, маленький был. 3 липы были, тоже здоровые. Вот не помню, или уже они упали, или что. Они рядом стояли, вот это. Когда вот молились, говорит, вот к этим липам, по-моему, и луч с космоса, да, спускался, говорит, и они заряжались эти энергии. Вот в этом поляне вот молились раньше. Да. Здесь вот продукты уложили на этот стол, сделали из липы, вот, и к этому липе молились. Вокруг ходили еще топор взял, нож и ходил, стучал, чтобы злых духов отгонял, звук давал. У этих циклопов. Ага. Свадьба прошла. Высокие, говорят, да? А одноглазый, говорит, титки очень большие у женщин. Если кого-нибудь встретят, то щекотят до смерти. Идем, тяжело, еще тяжелее. Потом идем, боимся, по полю придем сразу, не по дороге, а по прямой. По полю сразу. Ага. И видим там свет такой яркий, такой круглый, такой большой свет. Ой, я говорю, сейчас это машина. Вот такой здорово. луков таких сделали. Сейчас еще нитку надо сюда натянуть. Тетиво, да? Да, и это. И вот танец я уходит. Бойны. Вот марийские старинные. Вот раньше вот такие, жилан, армак назывался. Вот раньше одевали вот так. И сено косили, и всякие, что только не парились, говорит, умирали даже женщины от жары, сено косить таких. Это нельзя было снимать женщинам. Да? Да. Прям туда. Ну. Плотно. Передний. Вот, смотрите, раньше как лапти. Вот видите, специальные это есть. Форма. Около, когда форму не теряли. Ну. Вот это начинается вот Обуда и Курук. Ага, вот это там граница Татарстана. Мы сейчас находимся во враге, по которому, по легенде, ходили циклопы. Свадьба циклопов здесь проходила по этому оврагу. Вот здесь Циклопская гора. Так, вот граница.
Татарстан уже. Перелетела. Это Возжайка. Это английские мужики делали мост. Весной поднимается вон прямо доверху. Вот до этих мест. Весной вода в половодье, да, эти все уносит. Поднимались мы только что с Колькой на Семиколенную гору, и просто там нереально энергетически сильное место у марийцев, куда они в древности еще их прадеды там или предки, в общем, ходили на эту гору, проводили моления, и сегодня мы снова туда поднялись. Даже местные жители многие, там вот мама заведующего Домом культуры, была на этой горе всего лишь один раз, потому что этой горы побаивались, и там можно было даже заблудиться. Вот. Но сегодня мы стояли там прямо на вершине этой горы, и у меня вот реально по телу бежали мурашки, и какие-то ощущения были тоже такие энергетически странные. Вот. И мы там немного постояли, поболтали, и очень такое интересное место там. Предстоит разработать туда новый экологический маршрут, вот, где там 7 родников, где-то говорят, бьют из этой горы, ну вот будем искать их. Проводили там археологи раскопки, нашли какие-то вещи Пугачева. Вот. Колька слинял от меня. Вот. Курить не даешь? Да. И я думаю, что волнаш новый экологический маршрут здесь откроется в этих местах. Так что вернемся мы еще снова сюда обязательно, потому что место очень такое уникальное. И гора циклопов, которую мы сегодня уже посмотрели. Вот. Ну, много всего там интересного и мистического, я бы сказал.